Повреждения на уникальном здании начала 20 века видны с улицы невооруженным взглядом. Отсыревшая лепнина, плесень на фасаде, разбитые стекла и провода, протянутые из одного окна в другое. Внутри не лучше. Холодный и сырой первый этаж почти непригоден для использования. Уникальный декор и роспись медленно, но неизбежно осыпаются. Одно из самых пострадавших помещений используется как склад. В других – библиотека, читальный зал, хранилище. Раз – нету. Два – нету. Сейчас, подожди, где у меня тут самое... На, о, нету. В общем, я тебе говорю, хранилище это. Где, значит, если как плохая погода, да, здесь, значит, сразу книжку на место не найдешь. Приходится что делать? С фонариком посветить. Нигде нету у нас, сюда ток вообще не поступает. Тина Агрба работает в институте уже 55 лет. Сейчас она заведует библиотекой, в читальный зал которой никто не приходит. Находиться в помещении невозможно. Тяжелый сырой воздух вызывает кашель. Летом здесь жарко, зимой холодно. Кондиционер или обогреватель установить не получается. Электричества нет на всем первом этаже. Вот как мы вошли сюда, ремонта не было. И вот, пожалуйста, идем вот сюда. Значит, это вы посмотрели наш фонд. Там, здесь вот горит свет только здесь. В читальном зале у нас света нет. Свет не горит тут. Вот это читальный зал. Чтобы узнать, где вообще, значит, почему света нет, это надо снимать полностью вот эту вот обшивку всю. Потому что идет, этот самый, как его, провод идет вот так вот. Вот теперь мы вот так вот и сидим, уже сколько времени. Вероятно, проводка пришла в негодность от сырости. Попасть в подвал мы не смогли, но сотрудники рассказали, что там всегда стоит вода. А когда идут сильные дожди, уровень поднимается вплоть до главного электрического щита. А сырость, это вам надо спуститься вниз. У нас вот там, значит, есть сырость прямо, значит, под нашим полом вообще, значит, везде. Там внизу вода стоит. Ну, наша самая, как и дирекция, завхоз, по-моему, не один раз об этом говорили. Не один раз. Даже обещали, что, значит, какой-то ремонт будет у нас. Все это было. Было года 3-4 тому назад, но по сей день у нас ничего нет. Из-за многолетней сырости фундамент здания просаживается. На втором этаже в главном конференц-зале, где презентуют достижения и принимают гостей, появилась трещина, и последние 5 лет она постоянно увеличивается. Розетки здесь тоже не работают, ни одна. За неимением лучшего решения в такие помещения проводят отдельную линию на 1-2 розетки. Вот откуда провода на историческом фасаде. Отдел археологии в аналогичном положении. На 3 комнаты у них 1 лампочка, 2 розетки и штукатурка, которая сыпется на голову. Потолок данный, да, здесь во многих местах был плохой, потому что протекала вода во время дождя. Эти проблемы на сегодняшний день они устранены, вот. Но последствия из-за того, что это продолжительное время было, последствия вот налицо, и штукатурка обваливается, и проводку уже необходимо менять. Ну, на сегодняшний день вот здесь одна рабочая, которая была обновлена, так условно сказать, приведена в рабочее состояние. Ну, а в целом зимой здесь довольно проблематично находиться, холодно, отопление не работает должным образом, освещение, вот сами видите, какая лампочка одна на всю комнату. Ну, приходится работать. Справедливости ради нужно сказать, что лет 10-12 назад в здании меняли крышу, она больше не течет. Несколько лет назад в приемной директора института случился небольшой пожар. На выделенные деньги отремонтировали приемную, и на уборную осталось. Теперь она единственная может похвастать горячей водой. Еще одна проблема – реставрация декоративных элементов. Это значительно дороже, чем обычный ремонт. Но в здании из списка историко-культурного наследия нельзя просто все отбить и заштукатурить. Между первым и вторым этажом есть еще одно крыло. В коридоре и некоторых кабинетах сделан косметический ремонт при поддержке одного из предпринимателей-репатриантов. Но даже когда стены оштукатурены, а с потолка не сыпется, испорченная проводка тревожит. Сотрудники опасаются за пожарную безопасность. Посмотрите, какая у нас проводка. А потом, когда что-то замикает, 10 раз, когда включают, выключают, это когда мы сидим, замечаем, а когда нас нету.
Это же не от того, что у нас включен этот компьютер или не включен. А замыкание в любое время может быть вот здесь. Не везде же у нас кондиционеры висят, и не везде тянет. Это более или менее нам дополнительную линию провели, чтобы там техника могла работать, чтобы чуть усиленную эту дали. На стенах редакционного отдела решетки в память о послевоенных временах, когда в другом институте сломали стену, чтобы украсть компьютер. В соседнем отделе источниковедения сотрудники рассказывают, что несколько лет назад им показывали целый фильм о том, какой ремонт будет сделан в здании. Мало того, что ремонт не сделали, так еще и финансирование института ограничили. 100 тысяч народ обуть, одеть, накормить, напоить, чтобы они жили в тепле. Да нужно быть таким негодяем, так воровать, грабить республику. А что делать? Вот что и происходит. Вот они постесняются. Сколько лет не финансируют нас? Это ж кошмар. Нет, финансируют, но не по тому принципу. 7-8 лет минимум. Руслан, садись, хорошо. Я забыл, вот сейчас они знают. Вот, книгу я дал в 10 или 11 году, какая разница. Она вышла вот только в этом году. Вот поэтому... Я забыл, что ее давал этот... денег нету. Я твою скажу. Такой большой институт, сравнительно для Абхазии большой институт, не имеет своего счета в банке. Вы представляете? Я бывший редактор, у нас коллектив человек 40-50 было, у нас был свой счет. То есть мы могли маневрировать, быстро покупать то, что нам надо. И вот о книгах он говорил, мой коллега. Ну как можно выклянчивать все время деньги на книги, на того, на этого? То есть руководство института поставлено на такое положение, она как бы должна снимать свою кепку и ходить и просить бумагу купить, это купить, то купить, краску купить, компьютеры купить. Вот такой важнейший институт для Абхазии, как Абхазский научно-исследовательский институт, должен иметь свой счет обязательно. Да, с научной точки зрения мы будем подчиняться, конечно, академии. Программное там управление, такое управление, качество. Но что касается финансов, я думаю, что институт должен получить обязательно автономию в этом плане. Пожар в Центральном выставочном зале и потеря фонда Национальной картинной галереи подпитали и без того укоренившиеся за годы страхи сотрудников Абхазского института гуманитарных исследований. Увидев съемочную группу, многие сотрудники приглашали зайти к ним в кабинет, показать, в каких условиях они работают. Некоторые тихо добавляли, чтобы если сгорим, не сказали, что они были не в курсе. Все, что выходит на территории Абхазии, помимо наших научных трудов, значит, вот все, что у нас сосредоточено в библиотеке. Вы представьте себе, если сгорит, не дай Господь, чтобы это, значит, уже один раз мы сгорели, мы с чистого листа начинали, восстановили библиотеку, но не полностью, конечно. У нас уникальный фонд был просто. Ну, наполовину хотя бы мы смогли восстановить. Я даже думать об этом не хочу. Какой это будет ущерб. Вы сами понимаете, что случилось, какой этот ущерб. А здесь уже я не знаю. Ужас вызывает не только мысль о том, что все архивы института могут быть снова потеряны, но уже не от рук врага. Ценность самого здания тоже невероятно высока. Его владельцем в свое время был князь Шервашидзе Чачба. На заре Советского Союза здесь работал Нестор Лакоба, располагался Совет министров и различные творческие союзы. В конце 80-х здесь зарождалось движение Айтгылара, а после войны здесь работал Владислав Ардзенба. По словам сотрудников института, единственный президент, который понимал важность науки и не отказывал в поддержке. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.